Надо найти Катрага. О, великий Эльдебер Катраг! Врагов слишком много, они захватили бубен. Надо спасать стрелу, артефакты отдать стражам. Уходи, мы их задержим. Бесстрашно шагая навстречу судьбе, сражались воители, копья бросая на землю, что поровну делит рассвет. И лучики стрелы, как пламя бросает. Их разговор не услышал никто, лишь пылью дорог эту тайну скрывая. Но дальше отправится только один, стрелою в мишень устремляясь. И время торопит, чтоб зло никогда наружу уже не смогло просочиться. Одна золотая победы стрела должна меж хранителями разделиться. На них и надежда, и вера в добро, и снова звезда небосвод озарила. Но тайны пока не узнает никто, хранит ее древняя сила. А стрелу я спрячу так, что сам не буду знать, где она. Ради побед, чтобы всегда на земле он сиял, этот солнечный свет. Ради побед, взмыла стрела, и рассекая небесную высь за собой унесла. Мудрость веков, ты улетай далеко от родных берегов. Ромка, да не расстраивайся ты, просто стрельба из лука, это не твое. Зато ты вон какой красивый. Повезет в любви. Ой, у меня же сегодня свидание. С Зулейхой? С Зулейхой? А вы откуда знаете? Да ладно, Ромка, все знают, что ты по ней с 1 класса сохнешь. Вся школа знает. Да ну вас, ну и пока, я побежал. Надеялся я и мечтал о нашем первом свидании.
ромашек букет куплю, может, оценит старания. Вот черепки из булгар, монеты, посуда, какая-то штука. История — это так интересно. История — лучшая в мире наука. У Романа роман с Зулейхой. У Романа роман с Зулейхой. Об этом все знают, кого не спроси, кроме самой Зулейхи. У Романа роман с Зулейхой. У Романа роман с Зулейхой. Об этом все знают, кого не спроси, кроме самой Зулейхи. Я с нею в походы ходил, я с ней на раскопки мчался. И вот, наконец, заслужил, и вот, наконец, дождался. Вот старые книги, арабская вязь и тетрадь из бамбука. История — это так интересно. История — лучшая в мире наука. У Романа роман с Зулейхой. У Романа роман с Зулейхой. Об этом все знают, кого не спроси, кроме самой Зулейхи. У Романа роман с Зулейхой. У Романа роман с Зулейхой. Об этом все знают, кого не спроси, кроме самой Зулейхи. Я не спешу. О, Иду и песенку веселую пою я на... Чего стучите? Написано же закрыто. здрасте. А, это ты, Ромео? Я не Ромео, я Роман. А Зулейха твоя вроде у отца в кабинете. Заходи, Ромео. Я не Ромео, я Роман. Зулейха! Зулейха! Зачем так кричать в музее? Я... Договорились же встретиться на входе через 15 минут. Вообще-то, я тебя уже 1,5 часа жду. Извини, я тут такой интересный манускрипт откопала. Это тебе. Какого века? Ты чего? Свежий же. Шучу, сейчас за вазой схожу. Ничего там без меня не трогай. Этим луком и стрелой вождь племени Булгар по имени Катрак победил злого шамана. Тоже мне подвиг. Так и я могу. Вот этот манускрипт про волшебную стрелу. Быстро положи на место! Ну я же просила! Ты что делаешь? Подумаешь, старье какое-то. Он даже нормально не стреляет. Спустились тучи, меркнет свет, наружу через призму лет стремится вековое зло, что многие часы спало. Седые времени пески его покой всегда хранили, но жажды мести не убили деяний черных колдовских. Пророчество свое несет из-за
Проклятие! А я думала, что все это легенда. А что сейчас произошло-то? Здесь все написано. После смерти основателя Великой Булгарии хана Кубрата 5 его сыновей не исполнили завет отца быть сплоченными, и каждый со своим племенем избрал свой путь. Бадбаян остался и был покорен хазарами. Аспарух на берегах Дуная основал Болгарию. Кубер ушел со своим племенем в Македонию. Альцек со своей частью болгарского народа направился в италийские земли. А Катрак со своим племенем обосновался вместе слияния Волги и Камы. Внезапно из племени Катрага стали исчезать девушки. Выяснилось, что девушек крадет местный шаман для жертвоприношений. Он хотел получить безграничную власть над миром. Никто не мог одолеть шамана. Вождь взмолился Тенгри. А это кто такой? Тенгри – это верховное небесное божество, которому поклонялись тюркские народы до прихода ислама. И Тенгри открыл ему способ. Победить шамана помогут все достоинства булгар, соединенные вместе. Скорость и выносливость, чутье и упорство, пытливость и устремленность, традиции и мастерство, достоинство и единство. С помощью стрелы вождь заточил злого шамана в его же бубен. Однажды хазары, после того, как разгромили хана Бадбаяна, попытались выкрасть стрелу, и вождь решил ее спрятать. А артефакты были отданы под охрану стражей. Да откуда же я знал, что она шамана выпустит? Ты понимаешь, что ты наделал? Если шаман завершит свой кровавый ритуал, он обретет власть над миром. Что тогда произойдет? Хэппи-энда не будет. Надо найти артефакты, вставить их в стрелу и с ее помощью вновь заточить шамана в его же бубен. А как же свидание? Пока не поймаем шамана, никаких свиданий. Закончу обряд жертвоприношения, и это все наконец-то станет моим. Первые артефакты находятся в крепости, которой уже нет. От нее осталась лишь тень. Охраняет ее воин, которого нет, но от него есть тень. Зулейха, как такое может быть, что тень есть, а предмета нет? Крепость, которой нет, но от которой есть тень. А что, если тень не в буквальном смысле, а в переносном? Тогда тень — это то, что осталось от крепости. От какой крепости? В месте, где река Тойма впадает в Каму, была старинная крепость, та, что возле Елабуги. Ее назвали «Чертово городище». А почему городище чертово? Ну, существует множество легенд. Одна из них гласит, что когда-то здесь обитали черти. Они вредили торговцам и путешественникам, поэтому городище прозвали Чертовым. На самом деле, крепость защищала древних булгар от врагов. Там проходили караваны из южных земель до северных морей. До наших дней от городища дошла лишь одна башня.
Вот она-то и есть тень крепости. Собирайся. Едем в чертово городище. Вы далеко собрались, молодежь? Нам в Елабугу надо. Хорошо. Одно из старейших поселений Татарстана. 7 букв. Елабуга. Утопающий в зелени город, берег Тоймы и сосен простор, и событий в истории ворох вызывает душевный восторг. Вглубь веков устремимся отсюда, пронесемся сквозь 1000 лет. Этот город, однажды возникший, источает невидимый свет. Зеленые высоты, колокольный звон, рыбаки на фоне высоких дамских волн, сосны корабельные, жание коней, городок Елабуга, как большой музей. Город рос и на радость народу, как жемчужина ярко блистал. Пролетали, как ласточки, годы, только он лишь прекраснее стал. И гуляя по улочкам древним, ощущаем незримую нить. Время, может, стирает детали, но про главное нам не забыть. Камни перекам, для картины вид, кавалерист, девица и каменный алгит. Здесь пейзажи Шишкина, красота полей, городок Елабуга, как большой музей. Здесь уездный доктор и городовой, и купец Захеев с солидной бородой. Садик Александровский зовет своих друзей, городок Елабуга, он как большой музей. Отомри! Через волшебный ты спроси, через забвение сотый лет. Зачем ты разбудил меня? Ты будешь служить мне, пока не вернется ко мне прежняя сила. Приказывай. Отправляемся на место жертвоприношений. Когда растает в небе тучи, и лунный свет коснется стен, из вековых руин могучих вернется крепость через тлен. Вот она, крепость, которой нет. Но где тот, которого нет? А вот и он. Ты цел? Вроде. Это мы пришли с миром. Роман, посмотри на стену. Эй, воин! Тебе давали на хранение артефакты. Они нужны нам. Ничего не знаю. Я дал клятву защищать эту крепость, пока она стоит. Лежат они в тайном месте, которого нет, но у которого есть тень. Роман, отвлеки его как-нибудь!
от врагов и от невзгод, защищает весь народ. Рассвета, но в тени, башню сквозь века хранит. Башни нет, смотри вокруг! Отпусти меня, я друг. Артефакты у меня! А я у него. Послушай, воин, уже давно нет никакой крепости. Мои глаза мне не врут. Да посмотри же! О, как же я был слеп. Ты освободил меня от клятвы. Благодарю тебя. Ладно, чё уж там. Спасибо, что не прибил. А где Зулейха? Я здесь, за башней. Это артефакты, выносливость и скорость. Не знаешь, где здесь ближайшая крепость, которую нужно охранять? Ближайшая? Ага. Кремль в Казани. Но он уже под защитой ЮНЕСКО. Хотя защита такого воина Кремлю тоже не помешает. А это достойная крепость? Очень. Еще с 12 века это фортпост на северной границе Волжской Булгарии. Затем центр Казанского ханства, потом Казанской губернии. После взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году Кремль лежал в руинах. И для строительства нового Кремля царь призвал псковских зодчих Постника Яковлева и Ивана Ширяя. И они воздвигли белокаменное чудо. Еще там расположены музеи и художественные галереи. Защита точно не будет лишней. Я чувствую силу. Призываю огонь. Огонь, покажи мне, кого я должен принести в жертву. Вот твоя цель. Давай, Зулейха, читай. Где лежат следующие артефакты? Вот послушай, Роман. Второго стража нет на земле. Он таит смерть там, где источник жизни. Ага, сейчас источник жизни там, где, это значит... Давай так, Зулейха. Ты разгадываешь шарады, а я буду добывать артефакты. Там, где источник жизни. А жизнь — это вода. Я думаю, нам нужно попасть в Тайницкую башню. Там должен быть тайный ход к подземному источнику. Ты понял, где искать? Мне нужна эта девочка и мой бубен. А стрела? Пусть соберут все артефакты, а потом ты заберешь и стрелу. Акваланг? Легкое водолазное снаряжение. 8 букв. Хорошо, смогу вам помочь, но обязательно пройдем правила техники безопасности. Так возьмите акваланг и маски. Не спеша засуньте трубку в рот. И запомните строение снаряжения, чтобы без труда нырнуть в водоворот. Про манометр нельзя вам забывать. Погружаться только резко, не всплывать. Вот сейчас нам покорится глубина, если вовремя продуем клапана. Слушай, Зулейха, а почему эта башня называется Тайницкой? Под этой башней был тайный подземный ход к роднику у подножия Кремля. По нему
Защитники Казани приносили в крепость воду, и поэтому продержались, обороняя город, 41 день. Родник долго хранил тайну осажденного города, за что его и прозвали Тайницким, а в честь него назвали и башню. Однако шпионы Ивана Грозного прознали о тайной тропе. Царь приказал взорвать стены крепости. Город пал. Ну, теперь мне все понятно. Именно этот подземный ход мы, Роман, и будем с тобой искать. Бежим! В башне должен быть рычаг, который опускает решетку. Это хорошо, только бы успеть. Надо героям быстрее бежать, чтоб острых зверей от руков избежать. Решим давай скорее искать. Можем дальше путь продолжать. А что это был за зверь? Я думаю, что это черный волк. Его послал шаман, чтобы заполучить стрелу. Ух, а водичка-то холодненькая. Что бы ни произошло, не ныряй за мной. Если поможете чуду выйти на волн просторы, то перед вами раскроет тайну загадочный сторож. Реки обманчивом глади воды, ты постарайся различие найти. Не по лицу, по повадкам, ты разгадаешь загадку. Ты что делаешь? Я решила тебе помочь. Ты с ума сошла? Ты кто? Я водяная. Меня зовут Суанасе. Зачем ты превратилась в мою девушку? В кого хочу, в того и превращаюсь. Как я соскучилась по людям за сотни лет. Теперь ты мой пленник. Будешь меня развлекать? Нет, не буду. Мне еще артефакты надо найти. А они как раз у меня. Отдай мне их, иначе случится большая беда. У меня и так одна большая беда. Живу в крохотной пещерке, ногу поставить некуда. Там в Кремле чудеса, там волшебная роса, там у берега реки бриллианты, родники. Среди тех прозрачных вод водяная живет и скучает без общения, пребывая в возмущении. Моя тонкая натура и шикарная фигура не оценены никем. Заскучала я совсем, грущу и уже зеленею от горя. Еще бы ни разу не видела моря, но жизнь без морского простора известна, ужасно, уныла и пресно. Да я со стрекозами в прятки играю, они даже толком и правил не знают. А ночью, когда замирает весь город, квакают с лягушачьим хором. Квак-квак-квак-квак, в песне лишние слова. Квак-квак-квак-квак, нота ля и нота фа. Мне б на дне устроить раут и показы новых мод, и снискать великой славы средь бурлящих синих вод, чтоб от зависти закваков зеленели все вокруг. И не только были лягушки заполняли мой досуг. Ну, этому как раз помочь легко.
Я не поняла, а кто это? Знакомься, это... Ты опять за свое? Я просто пошутила. Потом все объясню. А сейчас нужно проводить эту даму на набережную. Вот твоя свобода. А что это за река? Это река Казанка. А она большая? Ее длина от истока и до того места, где она впадает в Волгу, 140 километров. А Волгу по-татарски называют Идель. И, кстати, ширина реки напротив Казани достигает 6 километров. А вниз по течению слияние двух великих рек – Волги и Камы. Когда-то там было древнее государство Волжская Булгария, государство торговцев и ремесленников, ученых и храбрых воинов. Вот, будет тебе где разгуляться на речных просторах. Вот ваши артефакты. Ну что ж, идите спасайте мир. Где найти меня, знаете. Это чутье и упорство. Да что ты дуешься? Ничего же не было. Извините, мы тут немного поцарапали. Ничего, починим, покрасим. Это где-то наверху. Подождите здесь. Это на чердаке. Сквозняк, наверное. Артефакты, пытливость и устремленность находятся то на земле, то под землей, то над землей. Слышишь, Роман? То на земле, то под землей, то над землей. Ну, это то, что летает, ходит и под землей ползает. Не, Зулейха, не знаю. Летает, ходит и ползает. Это гениально! Ты молодец! По преданиям, на одной горе на берегу реки Казанки обитали полузмеи, полудраконы. Самым страшным и большим среди них был змей Зеланд. Когда на Казань напали несметные полчища врагов, крылатый змей защитил город. Казанцы были ему очень благодарны. Впрочем, так это или нет, но на гербе Казани он реально изображен. Вот и получается, что живет он в пещере под землей, ходит по земле и летает над землей. Действительно, все просто. И как я сам до этого не додумался. Идем на Зеландову гору. А где бубен? Похоже, его украл черный волк, пока мы с тобой были в Тайницкой башне. Дядя Федя, а можно мы ваш мотороллер возьмем покататься? Мы аккуратно. Только обязательно наденьте мотошлемы. Разновидность мотоцикла 10 букв. Мотороллер. А где девчонка? Я не смог. Иди. И без девчонки не возвращайся. Давай я принесу любую другую. Я сказал именно эту. Давай другую. Ты безмозглый кусок шерсти. Это единственный потомок той последней жертвы, которая ускользнула от меня. Для обряда нужна именно она. Тебе понятно? Моргни, если понятно. Отомри.
как мы найдем вход в пещеру? Согласно манускрипту, пещера откроется только тому, у кого уже есть артефакты. О, смотри, вон вход! Затем пожаловали. Мы ищем артефакты, чтобы собрать стрелу наследия. Только она может уничтожить злого шамана, который хочет погубить мир. Да? Вот и здорово! А то я уже сколько веков жду, чтобы избавиться от этих артефактов. Держат они меня тут. Ни на шаг не могу от горы отойти. Эх, а вот были времена. Когда-то я жил в чудесной стране. Все змеи вокруг подчинялись мне. Я был как атлант, защитник для всех. Я был круче этих, я был круче тех. Но время летело, меняло солнце с луной. Лишь я оставался опорой людской. А ну подпевайте все вместе со мной. Кто здесь дракон, кто здесь герой? Я огнем пылающим дышу. Я дела великие версу. Я умен, силен и справедлив. Я до неприличия красив. Огнем пылающим грозит он. Да неприличие. Но враг не дремал и присел к нам с мечом. Я им ответил разящим огнем. Я всех победил в этой сложной борьбе. С тех пор мой портрет на казанском гербе. Устремленность, пытливость доверили мне. Я их охранял на этой горе. Чуть-чуть располнел, давно не летал, но долг свой всегда хорошо исполнял. Огнем пылающим грозит, дела великие вершит. Умен, силен и справедлив. Да неприличия. Красив, умен, силен и справедлив. Так вы нам артефакты-то отдадите? Конечно, только вам нужно доказать, что вы те, кому они должны принадлежать, иначе я вас съем. А что надо делать? Отвечать на вопросы? Стрелять из лука? Нет, вы должны не сгореть в огне моего пламени. Обычно все, кто приходил до вас, на этом и полились. А потом я их, уже приготовленных, и... В общем, сами понимаете. Да куда-то вы? Крылатый змей в пещере древней хранит сквозь годы и века великий дар своих наследий. И нож это не беда. Лишь тот получит артефакты, кто и в огне не победим в волшебном пламени дракона. Остался и невредим. Может быть, есть другой вариант? Живые! Живые! Какие сувениры вам привезти? Ну все, пока. Берегите себя. Буду нужен. Свистните. Теперь у нас есть пытливость и устремленность. Спасибо большое. Стоять! Собирательное название, объединяющее ряд мифологических и фантастических существ, 6 букв. Дракон? Ага, подходит. Проходите.
Артефакты, традиции и мастерство находятся у стража, который есть начало традиций и мастерства. Что думаешь, Роман? Традиции — это то, что передается. А мастерство — это то, что умеют. Ушла мысль. Ладно, давай рассуждать. Традиции и мастерство. А вместе это... Что это, Зулейха? Это ремесла. Ремесла развиваются где? Где? В столице. А столица Волжской Булгарии? Это я знаю. Это Болгар. Надо ехать в Болгар, а там на месте разберемся. Куда опять собрались? В Болгар. Свистать всех наверх. В смысле? Я к тому, что в Болгар лучше всего из речного порта. На пароходике. Спасибо за совет. Вот он, древний Болгар, столица Волжской Булгарии. Ну что, пойдем искать? Какой красивый дом. Давай зайдем. Это музей ислама. Это современное здание. Мы туда обязательно зайдем, но потом. Смотри, это ханская усыпальница. В древние времена здесь хоронили знатных людей. Да, жутковатое местечко. А вон там и Белая палата. Историки считают, что это булгарская баня, сродни древнеримским термам. Поэтому она имеет еще одно название – ханская баня. Смотри, Роман, а это Черная палата. А почему черная? Есть несколько легенд про Черную палату. Лично мне нравится такая. Слушай. Когда Тамерлан напал на Булгар, местный правитель со своей семьей укрылся здесь. Тогда Тамерлан поджег здание. Уцелела лишь одна царевна Туйбике. Так и вышла из обгоревших руин в белом одеянии. И сражен был великий полководец ее красотой. Говорят, что даже женился потом на ней. Ну ты историю, Зулейха, раскопала. Раскопала. Точно, Роман! Тут же ведутся раскопки археологами. Пошли скорей! О, вроде музей, а убраться не могут. Ноги же сломаешь. Ну и где тут искать? Не знаю. Среди древних руин ищут наши герои, хоть цель и близка. Очень труден их поиск. Ого, что-то светится. Монголы ушли? Да вроде туристов из Монголии мы сегодня не видели. Хороши туристы. Город разграбили, жителей в плен взяли. Вы тех монголов имеете в виду, которых несколько веков назад прогнали? Вот это я поспать. Ой, артефакты-то где? Оф, на месте. Так выходит, ты страж? Хранитель артефактов? А я думал, ты просто говорящий камень. К вашему сведению, молодой человек, домовые во время сна превращаются в камень. А чтобы артефакты не попали в руки врагов, я спрятался в доме и погрузился в сон. Мой дом! Ну, где же я теперь? Какой же я теперь домовой? Давным-давно, за сотни лет, был тот народ, что нами воспет. И жил он с миром и добром, берег и почитал свой дом. А в доме том помощник был, уют он бережно хранил, и в доме сохранял покой. Кто это домовой. Он помогал и днем, и ночью.
ночью и рад был людям услужить. Но были у него забавы, любил он очень пошутить. Домовой, поиграй, да-дай. Домовой, домовой, поиграй, да-дай. Ты не думай, не гадай, ты гостинцы забирай. Домовой, домовой, поиграй, да-дай. И шли года, менялся дом, лишь домовой всегда жил в нем. Но вот беда, стучится в дверь, не обойдется без потерь. И человек отдал тогда все, что он нес через года. Традиции и мастерство, то, что ему ценнее всего. Послание предков сторожил, через века их сохранил. И только в памяти моей я слышу песню тех счастливых дней. Домовой, домовой, поиграй, да-дай. Домовой, домовой, поиграй, да-дай. Ты не думай, не гадай, ты гостинцы забирай. Домовой, домовой, поиграй, да-дай. Может, вы у нас в музее поживете? Только не в качестве экспоната. Охрана там хорошая. Вневедомственная. Не знаю, что это, но звучит грозно. Так, раз у вас стрела, значит, артефакты я должен передать вам? Это мастерство и традиция. Чтобы силу шаману вновь обрести, жертву нужно огню принести от безбелых огней. Озаряет и путь железных локтей. Не ускользнул свободу, почуяв, торопит финал, чтоб шаман поскорей завершил ритуал. И раскроется мгла и завоет в вечной тьме, заточив все живое. Шаман, я принес тебе девчонку и стрелу. Зачем ты притащил стрелу? Как мальчишка соберет последние артефакты? Последние артефакты у меня. У тебя? Пришло время признаться. Дело в том, что пятый страж — это я. Давным-давно я был стражем острова на слиянии двух рек — Свияги и Щуки. Там, на этом острове, хранились артефакты. Но однажды люди привезли на плотах и кораблях бревна и построили из них город. Возвели крепостные стены, дома и храмы всего за 24 дня. И назвали его Остров Град-Свияжск. Пришлось мне уйти с родного острова и обернуться земляным холмом неподалеку от Казани. Ну и где же артефакты? Это достоинство и единство. Приятно удивил. Скоро будет все закончено. Без последних артефактов стрела все равно работать не будет. Последний страж. Кто же ты, последний страж? Хорошо, что Зулейха успела перевести все эти древние каракули. Так, что тут про пятого стража? Он человеку враг, но брат тому, кто человеку друг. Ты о чем?
была бы здесь Зулейха, она бы поняла, о чем это. Красивая. Прямо как твоя прапрабабка. Вставляй их в стрелу и давай покончим с этим миром. Он человеку враг, но брат тому, кто человеку друг. Скажи, вот ты человеку друг? А брат у тебя есть? Леший. Он в лесу живет. Леший живет в лесу. В лесу. Это волк. Это волк! Он человеку враг, но брат собаки. А пятый страж, значит, черный волк. Он украл Зулейху и стрелу. Шаману нужно завершить обряд. Обряд на капище. Где искать капище? Ни одной подсказки. Наконец-то я завершу то, что не доделал много веков назад. Власть над миром. Все будут поклоняться мне. Волк, ты будешь моей ездовой собакой. Я хочу быть свободным. Я пятый страж и хранитель острова. Быть ездовой собакой не по мне. Не позволю тебе быть свободным. Оставайся тогда навсегда земляным холмом. И силы тьмы между собой затеяли опасный бой. Свободу волку не познать. Сном вечным обречен он спать. И даже через сотни лет не обернется эта твердь. Вот бой оконченный финал. Волк проиграл. Волк проиграл. Теперь мне уже никто не помешает. От хромой кобылы топот шепелявых гномов, шепот треска черных паучков, пенье золотых сверчков. Заклинание прочитать, бубну громко приказать, и шаман на всей планете будет править тысячелетия. Заклинание прочитать, бубну громко приказать, и шаман на всей планете будет править тысячелетия. И шаман на всей планете будет править тысячелетия. Проклятие! Огонь! Покажи мне настоящий бубен. Хорошо, что я его тогда подменил. Рано радуешься, мальчишка. Сам мне его принесешь. Эх, зря я так небрежно относился к этим ценностям.
Зулейха! Ею, если дорожишь ты, не дашь закончить ритуал. Я иду к тебе, шаман. Только перед этим нужно кое-что сделать. Хватит спать! Пора спасать Зулейху, а заодно и весь мир. В час, когда над родною землей нависла большая угроза, хранители древних традиций встают на защиту народа. И пусть поскорей собираются все, над Волгой широкой разносится зов. Ведь сила нашей великой земли от дедов и от отцов. Пламенем трепетным пляшет огонь, бубна коснется моя ладонь. В отблеске вижу, грядет финал. Мальчишка тот финал проиграл. Гром раскаты тук-тук, враг заклятый готовит лук. Бубна набатый тук-тук, эхо возвраты громче звук. Гром раскаты тук-тук, враг заклятый готовит лук. Бубна набаты тук-тук, эхо возвраты громче звук. Впереди сотни тысяч побед, есть твердость руки и мужество свет. На помощь идут к нам великие силы. Так будет, так есть и так было. Когда у народа наследие такое, неведом нам страх, нам бояться не стоит. Мы будем сражаться и будем стоять, чтоб мирному солнцу сиять. Во мгле золотых веков шел за цепочкой шаманских следов. В отблеске вижу, грядет финал. Мальчишка тот финал проиграл. Гром раскаты тук-тук, враг заклятый готовит лук. Бубна набатый тук-тук, эхо возвраты громче звук. Гром раскаты тук-тук, враг заклятый готовит лук. Бубна набаты тук-тук, эхо возвраты громче звук. Пусть труден наш путь, но мы страха не знаем. Победа близка, битвы час наступает. Все силы собрав, мы выходим на бой. Зулейха, я иду за тобой. Подожди, сейчас отвяжу. Не думал я, что будет все так просто. А как же? Собравшись вместе стражи, ну вот и все, сумеют зло остановить и навсегда, навечно шаманов бубен заточить. Полет стрелы от темных сил навеки нас освободил. Ты, дружба крепкая, сильней, чем этот сумрачный злодей. Ура! Я заберу тебя с собой! Теперь все стражи в сборе. Вместе мы оберегаем стрелу наследия и будущее нашей земли. Так ты за нас? Навсегда. Зулейха! Надо освободить Зулейху! Я уже освободил ее.
Такого на первом свидании я не ожидал. Наша история бесценна, и мы всегда будем хранить ее. Скорость и выносливость. Чутье и упорство. Пытливость и устремленность. Традиции и мастерство. Достоинство и единство. Ради согласия и процветания. Ради нашего будущего. Так было и будет всегда. Ради согласия и процветания будет тянуться прочная нить памяти подвигов, наши старания, все для потомков своих сохранить. Скорость, выносливость, доблесть и мужество нам даровали с тобой небеса. Сила огромная, вера народная, вечности будет творить чудеса. В какую камеру смотреть? В эту, да? Ой. Когда мне предложили эту роль, я согласилась сразу. Я бы хотела и в дальнейшем связать свою жизнь с кино. Мне было интересно играть эту роль. Мне понравилось, что герой меняется, много узнает. Да если честно, я сам много узнал про родной город и республику. Играть злодея очень и очень интересно. Хотя мой главный герой моя полная противоположность, в обычной жизни я очень добрый и романтичный. Я должен сказать, я недоволен тем, что меня переозвучили. Но я рад, что мне выдался шанс поучаствовать в этом проекте. Потому что здесь я встретил свою... судьбу. Да, это так. Мы сейчас вместе. О своей работе в этом фильме хочется сказать словами классика. Мои мечты стремятся вдаль, где слышны вопли и рыдания. Чужую разделить печаль и муки тяжкого страдания. Я там могу найти себе отраду в жизни, упоение. И там, наперекор судьбе, искать я буду вдохновение. О, я знаю, это или Пушкин, потому что стихи, или Высоцкий, потому что песня. Почти, мой друг. Это Есенин. А, Есенин. Знаю, попадался в сканворде. Меня после фильма, кстати, в охрану взяли, пока стажируюсь. «Стрела. Наследие» — это не только приключения и опасности, в которые попадают наши герои. Это еще и...
Да-да. Ой, а я вам скажу, это был вообще отпад. Я так волновался, когда был кастинг. У меня и дефект весь, и лишний вес. Но когда меня утвердили на роль, я был так счастлив, ну так счастлив. Я так и сказал, я вас, ребята, не подведу. Вот прям так и сказал, не подведу я вас, вот во все. А, да, понял. Извините, звонил продюсер. Сказал, чтобы я не рассказывал сюжет. Так что смотрите «Стрелу. Наследие». А если смотрели, ну, то посмотрите еще раз. Приятного просмотра. Кстати, было бы здорово сняться в продолжении. А? Продолжение? Сняться в продолжении? Конечно, согласна! Предел, граница, край какого-либо объекта или события. Конец.